там вас видно, коллеги, уже не ходите лишний раз. Все, сейчас начнем скоро. Уже начали? А где звук? Звука нет. Может, остановить? Погромче сделаем. Нестандартно начали. Можно потанцевать. Где музыка у нас, ребята? Нет, он остановился у тебя. А этой картинки нету, вообще вышли вы. Вы вышли их всех. Так, что делаем? Интернет есть? Теперь их заново запускать? А им что, заново надо заходить? А? А, хорошо, то я уж испугалась. Добрый день. Тут уже пишет. Это наша секунда так проходит, куда мы должны были вас отвезти. Все, со звуками идет ролик. А теперь ролика не видно. Леня, видно. Он медленно идет.
Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, жители Республики Саха-Якутия. Нас слышно? Видно? Добрый день еще раз, уважаемые коллеги, друзья, жители Республики Саха-Якутия. Я надеюсь, сейчас нас слышно, видно хорошо. Можете в чат написать. Мы сегодня с вами в этот солнечный день начинаем летний марафон Единого ресурсного центра. Я хочу всех поздравить с наступившим праздником ИСЭХ, с нашим Новым годом, и поэтому мы решили начать нестандартно, с клипа. К сожалению, мы не можем с вами присутствовать офлайн на ИСЭХе уже второй год, такие обстоятельства, но это абсолютно не останавливает нас ни в марафонах, ни в наших делах. И клип этот был сегодня нами презентован не случайно. Это Алиса Долгунова, хомусистка, виртуоз, которая участвовала в Крыму, в Тавриде, Росмолодежи. Она резидент Единого ресурсного центра. Пришла к нам за 3 дня до поездки на Тавриду и сказала: мне нужен проект. И вот за 3 дня у нее родился проект, с которым она победила, кстати. Летняя школа обучения в органной музыке, и привлекла в республику в начале июня 699 тысяч рублей. Я считаю, это очень здорово, и как физлицо завтра мы Алису увидим на нашей площадке, летний марафон, который будет в 2 часа дня. Она воочию продемонстрирует свою виртуозность и немного расскажет нам о своей поездке. Ну что, я с удовольствием объявляю открытым наш марафон. Это мероприятие сегодня происходит онлайн на платформе Zoom в открытом пространстве Единого ресурсного центра. Все это стало возможным благодаря нашим партнерским связям, которые налажены с Министерством по делам молодежи, социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия, с Министерством культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, с окружной администрацией города Якутска, с нашими партнерами. К нам сегодня в студию пришла, вчера прилетела из Приморского края наша коллега, эксперт и наставник, руководитель дальневосточной сети ресурсных центров Светлана Баженова. Она является генеральным директором автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования и консалтинга развития Приморский край, Владивосток. Рада видеть. Я тоже очень рада, что смогла присоединиться к такому значимому событию для всей республики. Да, спасибо. И это еще такая генеральная репетиция гражданского форума, который у нас будет проходить в августе этого года. Он тоже перенесен
К сожалению или счастью, мы посмотрим, но к Светлане Баженовой сегодня к нам в студию, на нашу площадку, которая называется «Развитие территории ТОС и фонды местных сообществ. Третьи места», к нам присоединится бессменный юрист-консультант Вячеслав Ядреев, который у нас занимается консалтингом, методической, консультационной, образовательной поддержки именно по регистрации, внесению изменений в учредительные документы некоммерческих организаций и, конечно, в том числе и в ТОСы. Да, и сегодняшняя площадка, она как бы продолжение нашей истории. Светлана, вы у нас были в ноябре прошлого года, помните, мы проводили гражданские выходные для арктических районов. Это было очень интересно. Света говорит, что у нас всегда очень много камер, очень много проводов, но, к сожалению, вот такие реалии, мы работаем онлайн, но зато была уникальная возможность подключить все арктические районы, и 6 федеральных экспертов проводили ярмарку проектов, что очень ценно. Да? И давайте по плану, что у нас впереди в нашем марафоне. Завтра к нам присоединятся 2 эксперта, как я сказала, Жанна Котова, федеральный эксперт, наверное, очень многих грантовых конкурсов. Она бессменный друг нашей республики и стояла у истоков развития некоммерческого сектора. К нам присоединится Михаил Комиссаров, руководитель Центра развития гражданских инициатив и некоммерческих организаций Челябинской области. Он является оператором грантов губернатора Челябинской области, и тоже будет очень интересно. Напоминаю, что площадка завтра пройдет с 2 часов, и вы, когда, коллеги, регистрировались на наш марафон, вы задавали очень много вопросов, и мы с сегодняшнего дня начинаем включать, собственно говоря, вот эти ответы на вопросы. Поэтому у нас правило номер 1, к нам подключатся наши уважаемые партнеры, а микрофоны у всех слушателей будут отключены. Если у вас назрел вопрос, предложение, если нужна какая-то дополнительная информация, будьте любезны, пишите в чат, мы отслеживаем, и я надеюсь, что ни один вопрос у нас не останется без внимания. И буквально еще 2 слова о наших партнерах, которые, собственно говоря, поддержали финансово наши мероприятия. Это фонд президентских грантов, и за нами 2 баннера. Мы действительно реализуем 2 проекта. Это ресурсный центр «Арктика», поддержанный фондом президентских грантов, и развитие малых городов, сел, сайды, развитие. Тоже это 2-й проект поддержанный. И, конечно, наш партнер целевой фонд будущих поколений, который финансирует и помогает нам развиваться в рамках проекта «Единый ресурсный центр поддержки СОНКО». И вот еще почему сегодня мы говорим на эту тему. Я хочу, наверное, Светлана, и вам рассказать, и тем, кто у нас сегодня впервые на нашей площадке. Это логическое продолжение начатых наших зональных форумов, которых мы проводили развитие в Сунтарском, Улусе, в Горном районе, в Мирнинском районе. И было очень много задано вопросов, а нужны ли нам ТОСы, а как развивать территорию, а какая должна быть стратегия, что такое фонды местных сообществ, что такое общественные пространства, коворкинг-центры и так далее. То есть вопросов очень много, и мы постараемся сегодня начинать на них отвечать. И, конечно, продолжение гражданских выходных Арктики, потому что я знаю, что в арктических районах у нас точно уже ТОСы появляются. Всего для справки у нас зарегистрировано 24 территориальных общественных самоуправления. В городе пока только 1, и мы еще раз поздравляем с успешной регистрацией. И что еще хотелось бы сказать, отметить, что, наверное, наши сегодняшние мероприятия, то, что будет завтра, и завтра мы поговорим, кстати, о новом фонде культурных инициатив, который создан по указу президента Российской Федерации. Мы поговорим об устойчивом развитии некоммерческих организаций,
У нас есть интересные вопросы про иностранные агенты и нежелательные организации, кто это такие. Мы будем говорить о законе о просветительской деятельности, как он повлияет на нашу деятельность. Это, кстати, очень сейчас животрепещущая такая тема. И 24 июня будет онлайн вебинар. Мы ссылку сейчас отправим. Коллеги, отправьте, пожалуйста, ссылку на вебинар, который впервые будет проводить фонд культурных инициатив в 6 часов по якутскому времени. И 25 числа уже наш марафон будет завершаться очень интересной площадкой, название которой придумала, сразу говорю, не я, а Жанна Котова, проектная перезагрузка «Культурные коды новой реальности». А что за культурные коды? Речь идет о культуре, о проектах Межнац, наши уважаемые коллеги и партнеры Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия к нам подключатся. Мы будем говорить и о новом фонде в том числе, но самое главное, и Светлана, вы к нам присоединитесь, надеюсь, после обеда мы будем делать питчинг проектов, то есть ярмарку. И, уважаемые коллеги, вы можете сейчас в чат написать, что у меня есть очень хороший проект, который я готов в пятницу после обеда выставить на обозрение всей публики и наших уважаемых экспертов. Я думаю, что это очень хороший повод для того, чтобы свою идею упаковать в очень качественный, хороший, конкурентоспособный проект. Конкурсов у нас достаточно много. Только что завершен конкурс главы Республики Саха-Якутия. В сентябре ждем конкурс фонда президентских грантов. Очередной, да. И, конечно, я думаю, что это будет полезно, в том числе и для молодежных инициатив, потому что вот Росмолодежь, у нас был фестиваль Мусустар, к нам приезжали эксперты Росмолодежи, и мы еще знаем, что нам с молодежью нужно учиться социальному проектированию для того, чтобы эффективные наши проекты, они не только были на бумаге, но и воплощались в жизнь. Я сейчас с удовольствием передаю слово. К нам подключилась Надежда Вячеславовна Махначевская, заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Надежда Вячеславовна, добрый день. Добрый день, Ольга Анатольевна. Добрый день, Светлана Константиновна. Очень рада вас приветствовать. Добрый день, уважаемые коллеги. Но, во-первых, от имени Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям разрешите наших дорогих коллег, специалистов из муниципальных районов и с управ городского округа город Якутск и наших ресурсных центров, которые тут подключены, поздравить с нашим национальным праздником, с национальным Новым годом, с СЭХом, который, как Ольга Анатольевна сказала, у нас, к сожалению, в онлайн-формате проводится уже второй год. Да, мы, как планировали, по идее, мы должны были 25-го, 26-го и с нашими федеральными экспертами все ответить наш национальный праздник. Мы даже выбили у себя в Писюрге, начали там ремонтные работы, но, к сожалению, вся эта работа у нас приостановилась из-за пандемии коронавируса. Но ничего, я думаю, что так как мы люди уже за год с лишним привыкшие, практически за 1,5 года привыкшие уже к онлайн-формату, возможно, даже некоторым коллегам из муниципальных районов, в том числе с арктических муниципальных районов, это довольно удобный формат работы. Но тем не менее у нас работа, которая ведется и правительством Республики Саха-Якутия, нашим министерством, единым ресурсным центром и всеми ресурсными центрами, муниципалитетами нашей республики, она не останавливается. И в этом году действительно мы также приняли активное участие и в конкурсе фонда президентских грантов, но, к сожалению, не достигли тех показателей, которые мы для себя установили. Это необходимо отмечать, об этом необходимо разговаривать, о том, что необходимо нам повышать
качество проектного управления. И хорошо, что наши ресурсные центры во главе с единым ресурсным центром проводят образовательные семинары по проектированию для наших специалистов, для некоммерческих организаций нашей республики. И, как Ольга Анатольевна отметила, у нас сейчас одной из главных задач на предстоящий период является участие в фонде культурных инициатив. И мы, конечно, для себя ставим достаточно амбициозные цели. Я думаю, все ресурсные центры республики к нам, к этой работе присоединятся, и все муниципальные районы к нам присоединятся в том плане, что фонд культурных инициатив мы все-таки планируем предоставить более доработанные, более качественные проекты, которые получат поддержку из фонда президентских грантов. У нас за последние годы очень большая работа проведена в республике в том плане, чтобы активизировать наши некоммерческие организации, чтобы активные граждане республики умели упаковывать в проекты свои идеи и подавать заявки на конкурсные отборы, в том числе электронно. Это касается и конкурса фонда президентских грантов, это касается и грантов главы Республики Саха-Якутия. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что мы данную задачу достигли, возможно, даже передостигли, да, по итогам первого конкурса прошлогоднего гранта главы Республики Саха-Якутия. У нас в 2 раза больше увеличилась подача конкурса на фонд президентских грантов, и это отмечается и на уровне фонда президентских грантов, и на уровне ресурсных центров Дальневосточного федерального округа, на уровне правительства Республики Саха-Якутия. Да, эту задачу мы достигли. Сейчас перед нами стоит большая задача по тому, чтобы у нас те проекты, те идеи, которые мы упаковываем, они были высокого качества. И эту задачу мы тоже должны достигнуть. Эту задачу мы с вами должны, коллеги, достигнуть в этом году. Прошу обратить очень большое внимание на этот посыл, который у нас идет от руководства республики, от правительства республики. Все-таки идеи у нас есть, желание у нас есть, а теперь мы должны качественно научиться все эти проекты подавать. Ну, а по той работе, которая у нас прошла за последние 6 месяцев, за первое полугодие 2021 года, конечно, хочется отметить, что, я уже сказала, до фонда президентских грантов мы достигли, в принципе, тех передовых позиций, которые мы для себя изначально планировали. И на гранты главы Республики Саха-Якутия, если в прошлом году у нас было всего 256 заявок, то в этом году мы заявки у нас увеличены на 168, это практически на 60 с лишним процентов больше, чем в прошлом году, 424 заявки. И это говорит опять-таки об активности наших некоммерческих организаций, о том посыле, который они готовы вложить в социально-экономическое развитие нашей республики, территории, в которых они проживают, да. Я сейчас, наверное, не буду заострять внимание на тех районах, которые у нас, к сожалению, не подали заявки на конкурс грантов главы. Необходимо отметить, что это арктические районы, и очень, конечно, отрадно, что единоресурсный центр у нас идет уже 3-й год, не уступая своим приоритетам, очень хорошо работает с арктическими районами, с тем, чтобы их на проекты, на идеи смотивировать и показать, что действительно это возможно, действительно это реализуемо. И для муниципальных районов также я хочу отметить, что нам необходимо
кроме того, что мы, конечно, получаем грантовую поддержку, но необходимо, конечно, нам усилиться по предоставлению отчетов. И ресурсными центрами у нас такие вебинары проводятся, просим принимать на них активное участие. И если есть какие-то вопросы, то и двери нашего министерства открыты, всегда можно обратиться, и на это тоже нужно заострять внимание. Мы не должны прятать голову в песок и не говорить о тех проблемах, которые есть, нужно о них говорить, нужно их прорабатывать, нужно работать над их устранением. Ну и, конечно же, хочется поблагодарить Светлану за нашего друга нашей республики, нашего постоянного партнера, выразить слова благодарности, что вы не остаетесь в стороне, вы смотрите не только на свой Приморский край. Кстати, Приморский край я очень люблю, город Владивосток в частности, и вы работаете не только над продвижением одного региона, это касается всех, наверное, основных ресурсных центров, которые есть в Дальневосточном федеральном округе, а это целая команда, которая работает в целом по продвижению гражданских инициатив в целом на Дальнем Востоке, в Дальневосточном федеральном округе. Коллеги, я у вас много времени отнимать не буду. Желаю нам всем в эти дни плодотворной работы. И, как Ольга Анатольевна сказала, завтра, 24-го, по-моему, да, у нас вебинар Фонда президентских грантов по Фонду культурных инициатив. Просим всех активно подключиться к этому вебинару и подготовить свои вопросы с тем, чтобы их возможно было задать на вебинаре. Возможно, на эти вопросы сразу в период образовательного семинара не ответят, но я думаю, что ответы на них мы можем получить в ближайшее время. Всем успехов, главное, конечно же, крепкого здоровья. Пусть у нас онлайн-марафон Единого ресурсного центра, летний онлайн-марафон пройдет, безусловно, продуктивно и успешно. Спасибо. Спасибо большое, Надежда Вячеславовна, за приветственные слова. Действительно, перед нами, кроме того, что много сделано, стоят задачи, и мы перед собой их ставим. И заместитель председателя правительства Ольга Валерьевна Балабкина задает нам вопросы, как нам достигнуть того KPI, который ставят перед нами 25%, почему Самарская область, она более успешна и больше привлекает грантов, почему Архангельская область совсем небольшим количеством победителей привлекает в 2 раза больше суммы, чем Республика Саха-Якутия. Но очень много у нас вопросов, почему, нам есть к чему стремиться, и я думаю, что все-таки мы сегодня, да, за чаем обсудили, что количество это хорошо, но все-таки качество... Важнее качество, да. Безусловно, важнее качество подготовленных заявок и не просто самих заявок проработанных, а именно качество проектов. Потому что, понятно, что можно равняться на Самарскую область, но нужно посмотреть, сколько там живет людей, да, и сколько в республике живет людей. Вот. С другой стороны, нужно смотреть, какие именно проекты подаются от Самарской области или от Архангельской области и от Республики Саха-Якутия. Может быть, вот здесь есть какой-то такой нюанс, который вы пока еще не видите. Надо смотреть не в целом, там вот подано столько-то заявок, привлечено столько-то денег, а каких заявок, по каким направлениям, в отношении каких решаемых проблем подано заявок. Вот. И потом, мне кажется, что количественные показатели – это хорошо, но нужно все-таки смотреть гораздо дальше и глубже. Надо все-таки смотреть на то, насколько подаваемые проекты ложатся в общую стратегию развития некоммерческих организаций в республике, самой республики, развития малых территорий в республике
или они такие пока еще немножко хаотичные и немножко не согласованные вот как бы с этой историей, с историей стратегического развития. Потому что если будет понимание единой стратегии, то тогда все проекты будут такими кирпичиками в построении общего здания, скажем, такого, да, развития НКО и развития гражданского общества в республике. Вот, нужно вот на этот момент обращать внимание. Ну и, конечно, работать над повышением проектной культуры и смотреть, что ложится в основу любого социального проекта, который готовится на тот или иной конкурс. Потому что все-таки социальные проекты – это не равно благоустройству территории. Это все-таки больше про проблемы людей, про какие-то интересные, инициативные, инновационные решения, которые как-то качественно меняют жизнь людей. Вот. Наверное, можно еще и вот в эту сторону посмотреть. Хорошо, спасибо. Всегда очень интересно услышать взгляд со стороны, экспертный совет, это очень важно, поэтому вот нам точно, некоммерческим организациям, нельзя вариться в собственном соку, нам нужно налаживать партнерские связи. Мы видим, что нашими партнерами являются представители власти. У нас есть партнеры, и очень хорошо, когда на территории есть представители бизнеса, не обязательно крупного, да, социально ответственный бизнес. И даже пандемия, я помню, что Илья Владимирович Чукалин, генеральный директор фонда президентских грантов, заметил, что пандемия COVID-19, она очень интересную вещь нам показала, что различные коалиции, кооперации и сотрудничества начали возникать на ровном месте, чего раньше не было. Когда власть объединяется и входит в волонтерский корпус, когда, бизнес предлагает свои услуги абсолютно безвозмездно, да, от сердца и так далее. Поэтому я думаю, что настало такое время, что действительно объединение, сотрудничество, взаимодействие – это такой очень важный посыл, и в том числе в развитии территорий. Я сейчас хочу передать слово Светлане Баженовой. Кто к нам недавно подключился, хочу сказать, что Светлана приехала к нам из Владивостока, она является генеральным директором автономной некоммерческой организации «Развитие» и руководитель сети дальневосточных ресурсных центров. И тема Светы сегодня – технология развития местных сообществ, дальневосточный аспект. И во второй части мы обязательно поговорим про ТОСы. К нам присоединится Вячеслав Федреев, и он будет именно отвечать на те вопросы, которые были поставлены перед нами вот буквально в эти дни. И 26 мая мы совместно с городом Якутском провели школу ТОС с участием всех городских управ. Ну, я думаю, что будет нам полезно. И еще хочу поблагодарить Ульяну, которая сейчас в прямом эфире ведет сурдоперевод. Это очень здорово. Я тоже заметила, что у вас есть сурдоперевод, и да. Это прям очень, очень классно. Да, очень классно. Спасибо, Ульяна, за ваше волонтерство. Да. Ну, еще раз хочу поблагодарить всех, кто способствовал тому, чтобы я смогла принять участие в этом мероприятии. Спасибо за добрые слова, за то, что вы считаете меня другом, это правда. Вот. Конечно, я работаю в Приморском крае, и мне хочется, чтобы и некоммерческие организации Приморского края были впереди, и мы тоже могли привлекать достаточно много ресурсов. Но я считаю, что один в поле не воин. Почему я когда-то для себя поставила задачу перед собой и перед сотрудниками нашей организации, что нам нужно дружить всем Дальним Востоком, потому что один в поле не воин, и когда, мы все равномерно развиваемся, примерно в одном и том же направлении, то всегда можно показать успешные примеры, и, соответственно, мы все от этого будем выигрывать. И Якутия, и Амурская область, и Чукотка, и Магадан, и Камчатка, и Хабаровский край, и все наши 11 субъектов. Вот. Поэтому мы поставили себе такую задачу создать дальневосточную сеть ресурсных центров. Мы поставили себе задачу всем вместе работать и решать совместные задачи, потому что один ум хорошо,
11 еще лучше, а к нам сейчас еще присоединяются, кроме всего прочего, и муниципальные ресурсные центры, кроме региональных ресурсных центров. Вот. И я думаю, что, наверное, в скором времени мы покажем на самом деле в России, что Дальний Восток – это жизнь, Дальний Восток – это не окраина, а это там, где утро начинается, и, соответственно, начинаются все самые лучшие инициативы и инновации в социальной сфере в том числе. Вот. А над развитием местных сообществ и таких, ну, и малых территорий мы как организация работаем с середины 2000-х годов, и новый импульс этой работе мы получили благодаря фонду президентских грантов, который поддержал нам ряд проектов, и мы на протяжении 18-го, 19-го, 20-го и вот уже 21-го года, значит, из проекта в проект переносим вот эту тему и работаем в том числе и с ресурсными центрами, чтобы ресурсные центры у себя на территориях могли брать самые лучшие технологии и продолжать это делать. Вот. Очень коротко уже мы тут говорили, анонсируя о том, о чем мы будем говорить, что мы будем говорить, собственно, о 3 таких основных вещах. Это ТОСы, фонды местного сообщества, и третьи места. Да? Посмотрим, что же это такое. Ну вот, если мы говорим про местное сообщество, то нужно понимать, что местное сообщество – это такой, знаете, один, практически единственный объединяющий признак у таких людей. Они живут вместе. По сути дела, это соседи. Но вот здесь само слово «сообщество» можно разделить на 2 части – «со» как приставка и «общество». Вот сообществом люди, живущие вместе, становятся тогда, когда у них появляется история совместного делания чего-нибудь. Вот. Значит, ну, я тут не буду очень много говорить, я буду, значит, ну, очень коротко так говорить такими крупными мазками. Так вот, значит, обычно люди объединяются, мы говорим, значит, про 2 истории. Люди объединяются на беде и на радости. Вот на беде это когда? Это когда что-нибудь случается. Это когда, значит, люди сталкиваются с какой-то проблемой. Ну, я не знаю, там в малой территории мост смыл, дорога пришла в негодность, я не знаю, там что-то где-то сгорело, наводнение случилось, электричество вдруг погасло, да, значит, или, например, школа закрылась у детей, или, например, в деревне одни старики остались, все молодые уехали, да, вот. И люди, когда сталкиваются с какой-то проблемой, то они, значит, достаточно быстро объединяются на этой беде и начинают ее решать. Но дальше очень редко, когда происходит дальнейшее развитие. Почему? Потому что проблема решена, вроде бы все. Значит, есть еще другой путь – объединяться на радости. Это мы называем, значит, на интересе, на любви, на каком-то объединяющем интересном деле. И вот как раз некоммерческие организации дают такую возможность людям. Когда мы не просто группа каких-то инициативных людей и активистов, а когда мы уже некоммерческая организация, и когда, значит, мы можем не просто ориентируясь на свои внутренние силы, но и на внешний ресурс делать как можно больше и интереснее дела. Ну вот есть несколько примеров. Вот здесь вот есть, кстати, я уже просто несколько раз это показывала, есть обзор, сделанный Вячеславом Ивановичем Бахминым, о том, какие же технологии и практики развития местных городских сообществ существуют. И вот смотрите, здесь на самом первом месте фонд местного сообщества, а дальше территориальное общественное самоуправление, ТОС. Потому что это правда технологии, которые сильно могут поменять жизнь людей. При этом я уже вам сказала, что мы ряд лет работаем уже в Дальневосточном федеральном округе, и мы вовлекаем в свою деятельность в том числе и малые территории. У нас есть опыт работы и в Амурской области, и на Камчатке, и в Хабаровском крае, ну, в общем, практически везде, где мы так или иначе работали с какими-то поселками и селами, где 300 дворов живет, 600 человек, например, живет, или 1500, такие не очень большие. И потом, значит, вот сейчас мы посмотрели, какие же технологии применялись некоммерческими организациями и нашими партнерами за вот эти вот 3 года. Значит, соседские центры, круг благотворителей,
технология поиска будущего, технология ярмарки проектов, добрые города, ТОСы, инициативное бюджетирование и фонды местных сообществ. Это то, что используют малые территории для того, чтобы развиваться. Значит, немножко примеров. Вот это Партизанск, Приморский край, город очень депрессивный, потому что когда-то там были шахты, все шахты закрылись, нет практически никаких сейчас производств, рабочих мест, денег в городском бюджете. Этот город у нас известен тем, что они почти 2 года не могли выбрать себе главу, то главы у них нет, то думы у них нет, ну, в общем, все время же какие-то такие истории происходили. И еще в 2017 году и в 2018 году мы стали помогать этому городу, потому что там были активные очень люди. Мы стали помогать этому городу и, значит, провели там ряд семинаров. Народ собрался, сильно вдохновился, нарисовал картину партизанского будущего. Это вот такой вот они город видят у себя. Сами, без какой-либо поддержки, без денег бюджета, провели ярмарку социальных проектов, сами инициативными группами обсудили, как они могут эти проекты реализовать. Реализовали, значит, часть этих проектов. На протяжении ряда лет проводят большой фестиваль национальных кухонь, куда включили и школу, и дом культуры местный, огромное количество автономий, инициативных групп, людей. Еще раз повторяю, у них нет никаких денег, ни грантов они на это не получали, ни местный бюджет, ни региональный бюджет им в этом не помогал. Они объединились сами. Вот такой вот праздник они проводят у себя. Значит, за 3 года они смогли реализовать более 20 разных проектов. Они небольшие все по объему, но очень интересные, потому что люди сами их инициировали и сами же сделали. И сами причем нашли на это ресурсы. У них, значит, есть клуб стрельбы из лука, который прогремел по всей территории Приморья. У них есть ветеранская киностудия, у них есть проект для детей «Изумрудный город». Они рассказывают об истории заселения корейцев в Приморье. Они рассматривают традиции, обычаи, культуры белорусов и украинцев, проживающих в городе Партизанске. Созданы клубы для детей-инвалидов, для многодетных семей. Открыты музеи шахты «Авангард» и шахты «Северная». Значит, у них есть целая экспозиция истории профтехообразования города Партизанска. Они выпускают книги сами про себя, о своем городе, о людях, которые его прославили, делают выставки. И за 3 года в целом они считали, что они привлекли от местного бизнеса, от просто людей в денежной форме и в неденежной форме порядка 3 миллионов рублей. Я считаю, что это колоссально для города. Еще раз, значит, вам напомню, там нет вообще рабочих мест, и, конечно, в основном там живут либо пенсионеры, либо молодежь, которая пока еще учится. Вот такая вот интересная история. Значит, есть такое у нас интересное село, поселок Октябрьский в Камчатском крае. Там живет порядка 600 человек. Там пока не создана некоммерческая организация, но уже есть устойчивая волонтерская группа. Они взяли для себя технологию «Добрые города» и, значит, стали проводить, разработали своей волонтерской группой целый ряд благотворительных событий, которые они проводят в течение года. Вы знаете, они очень сильно сплотили все население этого поселка, и Марина Плотникова, которая к нам неоднократно приезжала на семинары, она говорит: вы знаете, мы все стали добрее, что ли, и мы все сдружились, и мы все стали добрее, и люди прям с радостью занимаются благотворительностью. Например, они придумали такой, я считаю, гениальный, простой проект, который вообще не требует никаких денег. Они, например, взяли и кинули клич по поселку, чтобы люди дарили цветы, ну, в горшках цветы для того, чтобы украсить свою больницу. И у них больница совершенно преобразилась. Да, они не могут там сделать дорогой ремонт, но они могут там расставить цветы. Вот. Что еще могут делать люди, объединившись вместе? Ну вот, значит, есть у нас поселок Переяславка в Хабаровском крае, они тоже проводят у себя добрую Переяславку. Кроме этого, они создают ТОСы, привлекают средства на свои проекты, в том числе, поскольку у них на территории есть некоммерческие организации, в том числе они в краевых и в федеральных грантах участвуют. Вот. Ну и кроме этого они у себя создали соседский центр. Это один из примеров 3-го места, про который я чуть позже скажу, что это такое. Вот. Очень интересный поселок Таранай Сахалинской области. Вот здесь вот не случайно картинка берега моря.
вот как раз Таранайский берег, значит, там очень интересная у нас история в Таранае. У нас там все только начинается, но я прям с нетерпением жду, чем же все закончится через пару лет, как все разовьется, потому что когда мы первый раз туда приехали с нашими партнерами, организация «Активное образование» из Южно-Сахалинска, мы приехали встретиться с местным сообществом. Люди были очень настороженными, такими, знаете, не шли на контакт, не хотели с нами даже чай пить, что меня очень сильно удивило. И мы стали потихоньку с ними разговаривать, мы начинаем рассказывать, а вот давайте мы вам поможем, а давайте мы вот так вам сделаем. Значит, мы вот вам расскажем, говорит, не надо нам ничего, не надо, мы тут сами. И в конце концов, мы раскопали корни этой истории и поняли, что, значит, произошло. В определенный момент, там, несколько лет назад, местная администрация районная решила провести, поскольку там берег такой большой, красивый, и 30 минут 40 от Южно-Сахалинска, значит, они решили там провести фестиваль горбуши. Вот. И правда, они провели этот фестиваль горбуши, приехало огромное количество людей на этот фестиваль, но сами жители поселка от этого фестиваля не получили ничего. 2 дня они жили в шуме, в гамме, бесконечно ходили, значит, пьяные люди. Люди, которые приехали туда на этот фестиваль, они тоже были недовольны, потому что для них ничего не было, никаких удобных сервисов, значит, некуда поставить машины, негде разбить палатку, некуда выкинуть мусор. При этом, значит, как мы потом еще узнали, у них там дальше за этим поселком есть рыбодобывающий комбинат, они не смогли даже вывести рыбу в город, и у них она пропала из-за того, что весь берег был заполонен, значит, вот этими людьми, которые жаждали праздника, а праздника не получилось. Вот. И вот, значит, и когда мы приехали к людям и стали говорить, давайте мы вот вам сейчас расскажем, как вот нужно делать, сказали, не надо развивать, не надо ничего помогать, нам уже все сделали. Вот. Но ничего, благодаря усилиям ресурсного центра из Южно-Сахалинска, вот активное образование, значит, потихонечку, значит, они смогли на свою сторону переманить некоторое количество активистов, смогли привлечь в проектах инициативного бюджетирования деньги на то, чтобы отремонтировать центральную площадь, организовали у них там университет старшего возраста и обучают людей компьютерной грамотности, стали работать со школьниками села, привлекли деньги на ремонт стадиона, вот, и люди очень сильно вдохновились и, конечно, хотят продолжения, Вот. Верну. Очень интересная история. Это вот, значит, поселок Лучегорск, Приморский край. Вы знаете, мы в 2019 году успели там провести такое интересное, очень интересное фандрайзинговое мероприятие. Он называется «Живой фандрайзинг». Это когда мы прямо в зале собираем средства на проекты. И мы провели круг благотворителей называется. Мы вот в Лучегорске успели в декабре 2019 года провести перед ковидом. И три проекта заработали и живут до сих пор, и люди очень гордятся тем, что они смогли сами привлечь деньги и реализовать эти проекты. Вот на одной картинке это проект для школы «Удивительное озеро Молочко». У них такое озеро Молочко есть, и они, значит, получили деньги на то, чтобы изучать это озеро, школьники, значит, вместе с учителями. Ниже на картинке, где стоит группа людей, это проект «В гости к фермеру», и там сделана целая экскурсия на фермерское хозяйство, которая в том числе и как профориентационная для школьников, для детей, чтобы они могли смотреть, как живет село и какие там профессии можно получить, что может быть востребовано, что можно сделать. А на третьей картинке это краеведческий музей поселка Лучегорск, и там очень хорошая экспозиция, и нужно было сделать такую, знаете, озвучку, чтобы человек, попадая в этот музей, мог слушать экскурсию и слышать, как в реалии звучит лес, через экспозицию которого они идут. Люди очень гордятся тем, что они сами смогли привлечь деньги. Мы за один вечер, за 1,5 часа собрали 67 тысяч рублей. Вот прямо в зале, прямо сейчас, не сходя с этого места. Поэтому все реально, и можно уповать не только на
президентские гранты или гранты главы, но и в том числе развивать внутри у себя и филантропию местную, и местную благотворительность, используя такие интересные технологии. Вот. А вот это вот село Толстовка в Амурской области, все село усажено цветами, все это сделано руками самих жителей, там всего 300 дворов, и все село благоустраивается и облагораживается самими людьми. Они прям с весны договариваются, у кого какие клумбы, какие территории, и, значит, под патронатом высаживают сами рассаду, потом все вместе собираются, все это делают и до самой осени следят за тем, чтобы в самом поселке все было хорошо и красиво. И они интересны тем, что они смогли, они привлекли от фонда президентских грантов 400 тысяч, чтобы купить уличные тренажеры. Но совершенно, опять же, неопытные разработчики, да, они совершенно не заложили деньги на благоустройство, на то, чтобы эти тренажеры вкопать, разместить. Щебень привезти. Да, щебень привезти, там, бетон. Ну, то есть они про это не подумали. И когда, значит, они привезли уже эти тренажеры, соответственно, все собрались, сказали, что будем делать? Мы говорим, ну что делать, будем строить. И собралось все село, значит, нашли площадку, разровняли ее, там, выкопали все эти кусты, выкорчевали. Нашелся предприниматель, который привез щебень, нашлись, значит, мужики, которые, значит, все эти работы сделали. Вот. А глава села, у нее, ну, маленький бюджет. На 3 лавочки у них там было. Вот она потом эти 3 лавочки поставила в этом месте. Вот. Но при этом все этим пользуются. Поэтому само сообщество это прям серьезная сила, большая сила. Вот этот пример я очень люблю, может быть, кто-то его уже слышал, сразу приношу извинения, но это прям показывает силу сообщества. Это как раз вот тот самый фонд местного сообщества, про который я вам говорила в самом начале. Что это за фонд? Фонд – это как некоммерческая организация, созданная в форме фонда, но при этом у нее есть такая особенность, и это записывается в уставе, что, значит, она работает, то есть фонд работает на определенной территории, и по большому счету это такой кошелек территории, когда вы сами собираете деньги, там местный бизнес туда немножко вкладывается, жители вкладываются, значит, и сами же принимаете решение, куда эти деньги тратить. Вот эта картинка из серии «Было-стало». Значит, фонд развития Северного Приморья, он у нас находится в поселке Пластун. Поселок Пластун – это вообще конец географии Приморского края, прям самый конец географии Приморского края. Потому что туда ведет от ближайшего населенного пункта 80 километров грунтовки, а после, значит, этого населенного пункта только лесовозные дороги. Ну и самолетики маленькие сейчас летают, и вертолеты, да? Вот. Так вот, у них в советское время не успели достроить спортивно-культурный комплекс. И это вот на первой картинке, да, такая заброшка стояла в центре поселка. Самая большая мечта жителей была достроить каким-то образом и спортивную часть, и культурную, потому что у них вообще не было никакого клуба. Они все значимые события в школе проводили, в актовом зале школы. Вот. Ну как это сделать? Силами самих людей? Ну, то есть как? Они не могут, это миллионы миллионов надо, деньги собрать не могут. Вот. Но они все время это хотели сделать, значит, искали пути и возможности, и наконец там порядка в 2013 году появилась федеральная целевая программа по развитию спорта, когда федерация на условиях софинансирования дает деньги региону, если регион согласен, да, вложить свои деньги, а регион дальше распределяет по муниципалитетам и районам, тоже если районы вкладывают деньги. А они на севере, бюджет дефицитный, денег в бюджете нет, а нужно деньги на проектно-сметную документацию, тогда регионы, федерация, значит, дадут на достройку. И фонд кинул клич жителям, и жители собрали деньги. Я считаю, что в 2013 году они собрали вообще гигантскую сумму для этой территории. Они смогли собрать 400 тысяч рублей для того, чтобы их район вступил в эту программу. И вот в 2015 году на второй картинке, вот вы видите, достроенная спортивная часть, приезжал губернатор, открывал осенью 2015 года. А сейчас они уже и вторую часть достроили, у них сейчас клуб уже есть. Вот. И это на самом деле сила сообщества. И это сделал фонд местного сообщества.
Фонды – это очень интересная форма. Нужно в эту сторону посмотреть, и я вообще считаю, что в каждой малой территории должны быть некоммерческие организации и должен быть свой фонд, который работает на свою территорию. ТОСы тоже хорошая форма, да? Значит, потому что для ТОСов на уровне регионов делают отдельные программы, и для территории можно получить деньги. Но в ТОСах есть одна особенность. ТОС нужно регистрировать сразу как некоммерческую организацию с регистрацией в Минюсте. Ну, нам придет юрист, наверное, расскажет про это. Да. Вот, с регистрацией в Минюсте. Почему? Потому что тогда ТОС может получать, кроме денег местного и регионального бюджета, направляемых конкретно на ТОСы, другие деньги. Можно участвовать в конкурсах, можно участвовать, значит, в грантах и заниматься не только благоустройством. Не только благоустройством. У нас, например, есть ТОС в пригороде Владивостока, который успешно является успешным получателем региональных субсидий и федеральных грантов, кроме всего прочего, еще и свои деньги на это используют. Вот, поэтому с этим можно работать и нужно работать. Ну вот здесь вот у меня есть определение фонда местного сообщества. Фонд, вот я вам про Пластун рассказывала, не знаете, вот эти 400 тысяч собирали. Пенсионеры получали пенсию и приносили по 50 рублей. Фонд не хотел брать, они прям настаивали. Вот. Поэтому это же не обязательно, значит, что нужно какого-то очень богатого предпринимателя, который всех удочерит, усыновит и все будет финансировать. Можно все делать на небольшие деньги. Да, и было же исследование благотворительности, фандрайзинг, волонтерство, и первые места как раз жертвователи в нашей стране занимают пенсионеры, студенты, люди, которые уже сидят дома, они просто хотят быть полезными. Конечно, это очень хороший путь дать возможность всем поучаствовать в создании интересной жизни у себя на территории. Вот. При этом не требуется очень больших денег. Я, например, подписана на несколько фондов, в пользу, значит, которых у меня с карточки ежемесячно снимаются очень небольшие суммы. Достаточно 100-150 рублей в месяц, вы не заметите эти деньги, потому что мы на чай и кофе больше тратим. Да, рекуррентные платежи, это как, например, да, рекуррентные платежи, Всемирный фонд дикой природы, ВВФ, где вы располагаетесь, и ваши партнеры. Да. Это тоже очень хорошая форма. Я люблю природу, я в душе эколог, хочу спасти амурского тигра, и 100 рублей ежемесячно у меня снимается. Но, значит, я все-таки призываю, все-таки у фонда дикой природы у них очень много жертвователей, у них есть очень крупные, у них очень крупные партнеры есть, вот, поэтому, значит, нам нужно создавать свою местную благотворительность и развивать своих местных филантропов. А филантропом и местным благотворителем может стать каждый, не обязательно для этого быть очень богатым и состоятельным человеком. Это вот немножко про фонды местных сообществ. Зависло. Так, следующий. Вот это вот немножко... ну вот, значит, смотрите. Вернуть нужно будет сюда. Угу. Еще хотела про очень интересный пример рассказать. Вот я вам рассказывала про Таранай, где не получилось, к сожалению, с фестивалем горбуши. А вот здесь я вам показываю, значит, про Дормидонтов, какой-то Приморский край, где как раз получилось. Они когда-то в середине 2000-х придумали себе, что они станут дальневосточной столицей варенья. И теперь каждый год они проводят фестиваль варенья. И это превратилось в такое огромное событие, очень яркое, интересное, запоминающееся. У них там много чего внутри этого фестиваля варенья. Они конкурс самодеятельности проводят, и ягоду продают, и конкурс на лучшее варенье, и рецепты, и ярмарку делают. Вот. И кроме этого, они, по-моему, в 2017 году победили на всероссийском конкурсе лучших территорий событийного туризма в России.
Это еще одно Да, из и они же, направлений. конечно, и они очень много людей притягивают к себе на территории, проводя вот такой вот фестиваль ежегодно. И поэтому, да, у вас есть ваш якутский Новый год, когда к вам очень много людей приезжает. Но при этом, значит, я думаю, что каждая территория может для себя найти какую-то историю и стать таким брендом, значит, найти какой-то бренд, как вот сейчас говорят, да, какую-то легенду, с тем, чтобы люди туда приезжали. Вот сейчас, например, я забыла, в какой области у нас деревня находится, но очень интересное название – Лох. Лох, да? Лох – это у нас кто обычно считается? Неудачник. Но сейчас деревня Лох стала очень модным местом. Там как-то раскрутили местный туризм, и люди едут туда, прям дома покупают и переезжают туда, в эту деревню. Поэтому не боятся фэн-шуя. Да, или, например, Урюпинск. Урюпинск. Значит, они же тоже стали, там прям несколько, значит, лет Василий Дубиковский, он активно развивал бренд Урюпинска, и в прошлом году он всю пандемию провел в Урюпинске, и, значит, и Урюпинск тоже, значит, стал таким достаточно очень таким интересным брендом. Он даже книгу написал «Делай как Урюпинск». И вот как раз я, значит, подхожу к тому, что такое третье место, да, то есть мы с вами поговорили про то, что можно не просто создать некоммерческую организацию, а фонд местного сообщества, или, если, например, создавать ТОС, то регистрировать его сразу как некоммерческую организацию, чтобы получить больше возможностей, вот. И вот про третьи места. Что такое третье место? Ну вот смотрите, значит, у меня вот в самом низу картиночка, значит, которая символизирует дом. Дом – это для всех нас первое место считается, да, то есть это главное, это важное, у каждого человека должен быть дом. Вот. Второе – это работа. Мы много времени проводим на работе. Это второе место. А что же тогда третье место? А третье место – это то, где мы не работаем и где мы не дома. Когда мы куда-то выходим, где нам хорошо, комфортно, где мы встречаемся с друзьями, где мы, значит, говорим про какие-то интересности, где мы с кем-то знакомимся. Вот. Конечно, чаще всего это какие-то кафе наши любимые, какие-то барчики, какие-то небольшие ресторанчики или большие ресторанчики, или какие-то, я не знаю, летом какие-то общественные места, куда парки, куда просто можно выехать, или там на берег реки, озера, моря. Вот. Но в целом в мире начали развиваться так называемые третьи места, которые не являются ни домом, ни работой, вот, и где люди могут прийти и позаниматься чем-то интересным. Вот здесь вот прям я вам такую подборку небольшую картиночек сделала, и вы видите, что люди там могут делать. Они могут вместе кого-то слушать, или они могут что-то вместе обсуждать, или они вместе что-то могут мастерить, или они что-то могут вместе проводить для детей. И целая такая теория уже выработана создания и развития третьих мест. И вы знаете, для того, чтобы сообщество развивалось, это очень важно. Иметь место, куда человек может прийти, рассказать о своей инициативе, о своей какой-то мечте, о своем каком-то желании что-нибудь сделать, о какой-то идее какого-то проекта, найти там единомышленников, вместе объединиться и сделать. И такие вот третьи места, значит, их достаточно просто организовать, особенно в небольших территориях, да. Они, собственно говоря, уже и есть, просто иногда их не осознают, что это такое третье место. Значит, вот есть такие признаки третьих мест, что там обязательно должно быть, чтобы люди там себя хорошо чувствовали. Во-первых, это должно быть такое нейтральное пространство и уравнивающее пространство, без пафоса, без каких-то там, я не знаю, сильно навороченных новомодностей, вот, чтобы людям там было спокойно и комфортно. Вот. А основная деятельность там, конечно, это поговорить. Это поговорить вот, с чем-то, с кем-то, о чем-то. И поэтому там, конечно, нужно, чтобы кто-то вот эту интересность создавал, чтобы там была какая-то череда вот этих вот событий. Вот. Доступность должна быть, буквально шаговая доступность, вот, чтобы можно было туда просто зайти и прийти, и дойти до этого места было просто. Вот. Конечно, там нужно создавать такую группу завсегдатаев, людей, которые там будут, собственно говоря, создавать, знаете, как новое слово, модное слово, контент, содержание будут создавать. Вот. При этом, я уже говорила, пафос излишний не нужен, потому что там нужен домашний уют и скромность.
чтобы люди там себя чувствовали хорошо и спокойно. Просто для всех. Вот. Не надо там никаких сложностей. Должно быть простое, игривое настроение, неформальное общение. Вот. И, по сути дела, третье место – это такой дом вдали от дома. Да? То есть это вот, ну, вот как бы такой… там, где мы и не дома, и не на работе. Уютный мирок такой. Да, уютный мирок, и по большому счету, значит, примеры таких третьих мест, это, конечно, коворкинги, это, конечно же, такие антикафе, как вы знаете, где люди платят не за еду, а за время, которое они там проходят, или там, значит, вот, проводят, когда что-нибудь делают, и соседские центры. То, что вот сейчас очень бурно развивается. Вот, вот как бы вот такие вот небольшие рекомендации по поводу того, как можно создать третье место. И мне кажется, что если, значит, опираться на такие вот вещи, про то, что я уже говорила, иметь стратегию, понимание стратегии развития, иметь территории, малой территории, значит, дальше, значит, иметь зарегистрированную некоммерческую организацию, а лучше не одну, иметь свой фонд местного сообщества и иметь какое-то третье место. У территории просто нет другого варианта, кроме как стать очень прогрессивной и развитой. И такая территория, конечно, сможет привлекать достаточно ресурсов на свои проекты, и туда точно придет бизнес. Помогать и развивать все это. Ну, собственно говоря, наверное, у меня все. Я думаю, что нужно еще оставить время на вопросы. Я еще хотела сказать, вот здесь обратить внимание на то, что нужно обязательно развивать еще и элементы инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций. И здесь, конечно, ключевое значение имеют ресурсные центры и такие ресурсные точки. Но если на территориях создаются третьи места, ресурсные точки сами по себе возникнут. Вот. А региональный ресурсный центр может этому обязательно помочь. Согласна. Мы даже называем не ресурсные точки, а ресурсные люди. Иногда на территории, в администрации района может сам замглавы участвовать в разработке уставов, в развитии некоммерческих организаций, в продвижении проектов. Иногда это управление по молодежной политике, иногда это аксакал, который вышел на пенсию и который просто не может сидеть, сложа руки. И уже такие появляются. Спасибо большое, Светлана, за приезд, за рассказ и вот этот опыт, который на Дальнем Востоке нам очень важен, и я считаю, он актуален. Почему? Потому что мы все время смотрим в сторону Запада, да? А как там у нас в Самаре, а что у нас там в Саратове, области, или в Нижнем Новгороде, или, конечно же, в Москве. Да, или в Москве. Лучше в Москве. Ну, Архангельск нас, по крайней мере, связывает широтой 60-й, и Арктика, да, циркумполярный мир, он нас объединяет. Но мы все-таки живем в Азии, мы живем на Дальнем Востоке, и поэтому опыт дальневосточных организаций, территорий, сообществ для нас очень важен. А в Якутии я бы хотела сказать, что практически в каждом наследии, практически на каждой территории в Улусе, в районе есть такая единица, я бы сказала, национально-культурно-архитектурная, называется балаган. Это древнее жилище народов, которые населяли и населяют республику Саха-Якутия. Это место, где люди встречаются. И вот мы презентовали такую технологию, как социальное сопровождение граждан в трудной жизненной ситуации, Мадутский наслед Намского улуса. Приезжаешь в Мадут, там стоит балаган, который построен силами местного сообщества. Вот то самое третье место. Дерево, брус, расчистка территории, гвозди, внутри наполняемость, администратор, он же просто активист, женщина, которая накроет там чай, это тоже человек, который помогает и который развивает местное сообщество. И абсолютно согласна, мы немного интроверты, когда мы первый раз приехали в Мадут, посчитали, что мы комиссия.
И с нами не разговаривали. Все боялись, что мы начнем ругать за что-то местное сообщество. А мы говорим о том, а давайте откроем НКО. Мы начали говорить о волонтерстве, о наставничестве над домохозяйствами, где так или иначе в кризисную ситуацию попал местный житель. Мы говорим о том, что давайте мы проснемся, да, мы будем развивать эту территорию. И я хочу вот отметить, и можно будет в следующий раз и нашим слушателям, нашим уважаемым зрителям рассказать эту историю, потому что я считаю, что вот у нас пример вот это Мадут. Да. Это только для единого ресурсного центра, а ведь в каждой территории, в Арктике очень много идей, вы это отмечали, очень много мест и сообществ, где можно встретиться. И я думаю, ко второй части, да, мы перейдем. Пригласим сюда Вячеслава Идреева, потому что... Да, еще раз благодарю, Светлана. Если есть вопросы, пишите в чат. Напоминаю, что мы есть на Ютубе, запись тоже будет, я видела вопрос. И мы в Инстаграме сейчас в стриме. Я хочу... Покажите, пожалуйста, Вячеслава в начале, а потом презентацию. Можете показать Вячеслава? Почему хочу показать фейс и вообще нашего эксперта, юриста-консультанта Вячеслав Идреев, потому что я считаю, что это очень важно, когда есть в команде профессионалы. Вот у Вячеслава есть очень хороший опыт работы в Минюсте, в Республике Саха-Якутия. Он знает, когда говорят добро, все регистрируем, он знает, по каким причинам, по каким формальным признакам иногда приходит отказ, и мы не понимаем, почему приходит отказ. Вот у нас был случай Мирнинский район, совет ветеранов 4 раза не могли зарегистрировать, да, с 5-го раза получилось. А ТОСы, как мы выяснили, вот когда мы встречались 26 мая на школе ТОСов, город Якутск был инициатор этого мероприятия, а мы выяснили, что ведь в городе Якутске это только одна зарегистрированная такая форма некоммерческой организации. Поэтому мы очень быстро, мы понимаем, что на улице жарко, мы понимаем, что у всех есть свои дела, мы постараемся очень быстро все-таки точечно сказать, что такое ТОС, какую функцию он может выполнять на территории, и тут же сразу, чтобы снять все вопросы, мы сделали несколько слайдов, да, ответы на вопросы, которые вы нам при регистрации задали. Вячеслав, вам борозды правления. Во-первых, здравствуйте. Приветствую всех участников летнего марафона. Вот. И действительно, 26 мая у нас уже проводился обучающий семинар по вопросам регистрации ТОС, поэтому конкретно не будем останавливаться. Вспомним определенные моменты, в 2 словах, так сказать, пройдемся и вспомним то, что было, да. Ну, вы уже видите перед собой слайды. Начнем, как всегда, с определения. Вячеслав, погромче говорите, погромче. А можно мы местами поменяемся? Может, я к тебе я пересяду? погромче буду говорить. Погромче. Так, начнем с определения ТОС. Я его, наверное, зачитывать полностью не буду. Вы его можете сами прочесть. Я даю вам время. Ключевыми тут являются слова «самоорганизация граждан», «часть территории» и осуществление собственных инициатив. Из этого определения следует, что ТОС не может охватывать всю территорию муниципального образования, ТОС не является органом власти и при этом является частью местного самоуправления как института демократии. Так, идем дальше. Здесь мы остановимся на территории, где может создаваться и действовать территориальное общественное самоуправление. Прямо из закона взято. Это у нас подъезд, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт и иные территории проживания. Также в прошлом семинаре задан был вопрос, можно ли создать ТОС на территории подъезда или даже этажа. Я ответил, что, скорее всего, может. Теперь я думаю, что это, скорее всего, нет, чем да. Я по поводу этажа в качестве территории ТОСа. Так как если мы сейчас посмотрим на слайд, то у нас минимальным по
по квадратам территориальности будет являться подъезд, и там дальше идет уже по увеличению. Потому что у подъезда есть земля, да? Ну, то есть, по большому счету. Ну, то есть, из подъезда можно выйти на землю, а из этажа нельзя, да? Да. В одном подъезде бывает от 3 и выше этажей. Ну и вообще это как бы нереспектабельно в каждом этаже создавать ТОС. Вот, собрание граждан и конференция. В прошлом семинаре мы в основном провели про учредительную конференцию при создании ТОС. Также можно и сразу создать, я думаю, создать ТОС и при собрании граждан. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 1/3 жителей старше 16 лет. При конференции, то, что мы уже обсуждали, там участвуют делегаты, избираемые этой же количеством жителей, да, 1/3. И если они присутствуют более 2/3, то эта конференция уже считается легитимной и вправе создать территориальное общественное самоуправление. Также я рассказывал, что ТОС как бы регистрируется двойной регистрацией, как бы первый этап существует, второй этап. Действительно, при создать ТОС необходимо в обязательном порядке зарегистрировать сначала устав ТОС в уполномоченном органе местного самоуправления, городского округа, внутригородского округа, муниципального района, да, соответствующих территорий части. Только после этого ТОС считается созданной. Например, общественная организация, она может действовать и без регистрации, а ТОС необходимо в обязательном порядке зарегистрировать сначала в уполномоченном органе местного самоуправления. Далее, если уже ТОС самостоятельно, ну, то есть сами хотят, приняли решение о регистрации ТОС в качестве юридического лица, то в обязательном порядке его уже нужно регистрировать в уполномоченном органе федеральном исполнительном органе. Он у нас называется Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. И через него нужно регистрироваться. А по первому этапу порядок регистрации он определяется либо в уставе самого муниципального образования, либо нормативными правовыми актами представительного органа. А по второму этапу я уже полностью рассказывал на прошлом этапе, на прошлом семинаре по поводу порядка регистрации в Министерстве юстиции. Перечень документов, сроки рассмотрения и так далее. Здесь мы остановимся на том, чтобы какие плюсы имеются у ТОСа в качестве юридического лица и что может делать, если ТОС останется без юридического лица. То есть вы, как вы видите, у нас, если ТОС без юридического лица, то регистрируется только устав ТОСа, расчетного счета нету и могут претендовать только на бюджетные средства в рамках целевых программ этого муниципального образования. И если вы зарегистрируетесь в качестве юридического лица, то вы можете открыть расчетный счет в банке, вы можете осуществлять хозяйственную деятельность, распоряжаться финансовыми, материальными ресурсами, претендовать также на бюджетные средства программ муниципального образования, а также, конечно же, можете участвовать в конкурсах и грантах региональных, российских, международных фондов и грантодателей. Можете получать частные пожертвования и целевое финансирование. Сейчас перейдем на ответы на вопросы, которые поступили в прошлый раз, да, зачем был нужен ТОС. Это эффективная форма реализации собственных инициатив. Чтобы, создавая ТОС, вы можете реализовать собственные инициативы, как вы видите, от благоустройства территории до сохранения культурного наследия. Также в прошлом семинаре прозвучал вопрос, можно ли и что такое постоянно проживающие. Отвечаем, что постоянно проживающие это являются граждане, которые зарегистрированы в указанном жилом помещении по месту жительства. Местом жительства является жилой дом, квартира, комната, жилое помещение.
любое иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, либо по договору найма. Здесь дальше идет очевидная польза ТОС. Был вопрос, какая польза после того, как мы создали, например, ТОС. Да? Здесь я вам показываю, какая может быть польза для муниципального образования. Я вам все тоже зачитывать не буду. Остановимся на основных моментах. Это развитие территории муниципалитета становится управляемым и предсказуемым. Гарантия экономии расходов бюджета по социально значимым направлениям за счет необязательности для ТОСов выполнять требования федерального закона номер 44, это у нас закон о торгах, и иного антимонопольного законодательства. Также возможность полного контроля органа местного самоуправления за эффективностью расходования ТОСами выделяемых бюджетных средств. Также самый быстрый, надежный, комфортный способ реализации норм федерального законодательства об общественном контроле и поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций и иных законов. Есть также очевидная польза и для населения самоуправляемой организации. Каждый житель может заявить о важной для него проблеме, принять непосредственное участие. Каждый житель может реализовать свой потенциал для улучшения качества жизни. И каждый житель может воспользоваться всеми механизмами ТОСа для создания своего позитивного политического имиджа или старта в своей политической либо управленческой карьере. Ну, у меня все. Спасибо, Вячеслав. На следующий слайд, будь любезен, переключим. Мы сегодняшнюю встречу хотим завершить такой интересной нотой. Вот то, о чем мы говорили, да, любые сообщества, объединения людей, объединения в некоммерческие организации, фонды местных сообществ, в ТОСы, неважно, зарегистрированы эта организация, не зарегистрированы, но мне кажется, это история про неравнодушных людей. Конечно. И как раз Приморский край к нам привез в этом году вот эту интересную премию, общественная премия «Неравнодушный гражданин». Она раньше проводилась, я насколько знаю, история только Приморский край. В прошлом году был Сахалин, вот, присоединился Сахалин, а в этом году уже к Сахалину присоединилась Камчатка и Якутия. И мы из-за понятных причин продлили нашу премию, и до 30 июня идет на портале, просто набираете «Неравнодушный гражданин», выбираете Республика Саха-Якутия. Если вы знаете про такого и на вашей территории есть точно такой представитель, необходимо в ближайшее время до 30 июня зарегистрироваться, подать свою заявку, и я думаю, уже во время гражданского форума в августе этого года, я надеюсь, мы подведем итоги. Эта премия, она будет проходить экспертиза офлайн, вы все это увидите в прямом эфире, и призы тоже, я думаю, порадуют наших неравнодушных граждан, потому что ведь очень важно во всех инициативах, волонтерских, молодежных, общественных, очень важно говорить спасибо, очень важно благодарить, и это всегда приятно, особенно тем людям, которые абсолютно по зову сердца начинают делать все то, чтобы улучшить качество жизни на территории, чтобы участвовать в решении острых иногда социальных проблем, помогать в решении экологических вопросов и так далее. И я уверена просто, что Республика Саха-Якутия – это республика неравнодушных граждан. Можно уже выключить слайд, я надеюсь, что все запечатлели. Хочу всех поблагодарить сегодня за то, что мы были вместе. Хочу сказать спасибо, у нас 16 районов к нам присоединилось, и город Якутск. Это здорово, говорит о том, что география наша, она обширна. Надеюсь, что запись посмотрят все те, кто не смог подключиться, и вы передадите. Кураторам по муниципалитетам мы тоже передадим. Я очень хочу большое спасибо сказать всем нашим партнерам, которые
очень нас поддерживают, и только, как мы сегодня выяснились, объединив усилия, мы можем достичь результата, выстроить стратегию, KPI, эффективность и так далее. И я желаю всем прекрасного солнечного дня, продолжения ИСЭХа. И завтра мы вас очень ждем в 2 часа дня на этой же площадке. К нам прилетит Жанна Котова, к нам прилетит Михаил Комиссаров. Мы будем говорить об очень интересных вопросах, о точках роста и даже чуть-чуть о барьерах. К нам присоединится, кстати, Министерство труда и социального развития, первый заместитель министра Иван Иванович, и мы будем говорить, а зачем и нужно ли НКО выходить на рынок услуг, да, мы будем говорить, насколько устойчиво это развитие, и, конечно, присоединяйтесь, в том числе и ТОСы, и, кстати, я хочу всех поздравить, здесь на платформе сейчас у нас есть люди, которые выиграли в конкурсе фонда президентских грантов, я вас поздравляю, я вас вижу. Это здорово, это большой труд разработать проекты, это большая ответственность. Желаю дальнейших успехов и до встречи на летнем марафоне завтра в 2 часа дня. Светлана, Вячеслав, спасибо. Спасибо. До завтра. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Пока-пока.